Здравствуйте, вы смотрите «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Юлия Аппел. Сегодня в программе более 1000 сотрудников Луганской ТЭС продолжают работы, несмотря на обстрелы. Флаг конфедерации, убийство афроамериканских прихожан и пастора в Чарльстоне ударило по символу Южных Штатов. Горилла, крокодилы и медведи – директор Тбилисского зоопарка о животных, погибших в результате наводнения. Начинаем с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Юля. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Акции протеста в Ереване, продолжающиеся уже несколько дней, распространились сразу на несколько других городов Армении. В Гюмри, Ванадзоне, Аштараке, Абовяне жители вышли на улицы, протестуя против повышения тарифов на электроэнергию. В Ереване снова протестующих от столкновений с полицией защищали живым щитом парламентарии и деятели искусства. Участники акции вновь заявили, что не собираются расходиться до тех пор, пока правительство не отменит решение о повышении оплаты за электроэнергию. В Краснодарском крае продолжаются военно-прикладные соревнования «Мастер противовоздушного боя-2015». На них российские военные демонстрируют меткость ведения огня из противозенитного ракетного комплекса «Игла». Солдаты соревнуются в поражении цели условного противника. Одна из самых сложных задач – сбить вертолет, стоя на броне движущегося бронетранспортера. В соревнованиях принимают участие солдаты из всех военных округов России. Бывший лидер донецких сепаратистов Александр Бородай заявил, что не верит в соблюдение новых минских договоренностей. Он утверждает, что Украина готовит наступление на мятежные районы и допускает, что Москва может открыто ввязаться в конфликт в Донбассе. Я не уверен, что это не кончится, к сожалению, не уверен тем, что это не кончится большой войной. Поскольку Россия не может бесконечно терпеть эту язву на своей границе. Пока, как вы видите, Россия довольно благополучно существует в режиме нынешних санкций. Если надо, просуществует и в условиях более жестких. Прокомментировав это заявление для нашей программы, представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрей Лысенко заявил, что украинские военные остаются на определенной Минскими соглашениями линии и выполняют все взятые на себя обязательства. Неодноразово ватажки бандоформувань роблять гучні заяви, але... Не первый раз лидеры бандформирований делают громкие заявления, но мы понимаем, что верить им нельзя. Мы опираемся только на ту информацию, которая поступает к нам из разных источников. Это разведка, оперативная информация от наших агентов на той стороне, информация от местных жителей, а также информация из Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. То есть у нас есть полный массив информации, которая анализируется, принимаются адекватные решения касательно применения наших войск. Поэтому все, что заявляют боевики, не что иное, как провокация. На заседании министров обороны стран-членов и участников НАТО в Брюсселе было принято решение о том, что Украина все же не получит вооружения. Однако главы оборонных ведомств договорились, что поддержат власти Киева, в том числе данными авиаразведки. В ответ на вопрос нашего корреспондента глава НАТО Йенс Столтенберг заявил следующее. Важной частью нашего сотрудничества в вопросе реформ является военное образование. Речь здесь идет о подготовке инструкторов с тем, чтобы развивать структуры военного образования в Украине. Таким образом, НАТО не предоставляет обучения как такового, но мы помогаем украинцам развивать свои структуры для подготовки военнослужащих. Луганская теплоэлектростанция продолжает работу, несмотря на обстрелы противоборствующих сторон. ТЭС находится на линии пересечения украинских войск и сил сепаратистов. Более 1000 человек работают на электростанции, обеспечивая светом жителей по обе стороны конфликта. Подробности в репортаже Инны Вареницы. До 5 составов с углем с территории непризнанной ЛНР ежедневно проходит на территории подконтрольной украинской власти. Мера вынуждена, утверждают чиновники. Теплостанция в городе Счастье, которая освещает дома миллиона людей, работает только на этой марке топлива. Да, каждый день 4-5 поездов ходит туда, возвращается обратно порожние составы. Уголь идет только со стороны подконтрольной ЛНР. Сама теплоэлектростанция находится на реке. Это условная граница между сепаратистами и украинскими военными. Сепаратисты пытаются попасть снарядами в военных, которые стоят на станции. Снаряды повредили трансформаторы и другое оборудование. Да, некоторые окна у нас повредились в результате пожара на трансформаторе.
которые здесь вот за окнами, то есть они от высокой температуры просто полопались. В январе на предприятии погиб от осколков артиллерии один из его сотрудников. Тем не менее, на станции работает почти 1200 человек. Женщины признаются, выбора нет. Мужчины говорят, не страшно. С обстрелами связано. В автобусе ездим, нормально добираемся. Ущерб предприятия на сегодня специалисты оценивают в десятки миллионов гривен. При этом замены этой станции нет. Ни одна область не сможет поделиться светом с Луганской областью. Мы отключены от единой энергосистемы Украины. А почему? Потому что перебиты высоковольтные линии из-за боевых действий. Инна Вареница для настоящего времени из Луганской области. Сильно сократилось количество машин на улицах Донецка. Причиной тому топливный кризис. Еще неделю назад автовладельцы часами стояли в очереди на бензозаправках. Теперь ситуация изменилась. Бензин закончился, заправки опустели. Люди стараются не выезжать из дома на машинах, чтобы сэкономить топливо. Это касается не только личного, но и общественного транспорта. Несколько лучше обстоит дело с газом. Ну вообще туго сейчас с бензином. Что... Уже недели 3, наверное, точно. Так как бы я на газу, но... бензин в любом случае нужно заводить хотя бы машину. На остатках ездим, на остатках работаем. Да? На остатках работаем. Вот у меня осталось на сегодняшний день и все. А кончится, на чем будете ездить? Поставлю, будем отдыхать. Напомню, что на прошлой неделе Киев запретил перевозку топлива в Донецкую и Луганскую области в автоцистернах. Теперь транспортировка возможна лишь железнодорожным путем. Более развернутая информация об экономических проблемах Украины у моих вашингтонских коллег. Юля, эфир ваш. Спасибо, Шахида. Социально-экономический кризис в Украине достиг таких масштабов, что некоторые эксперты определяют его как экзистенциальный, угрожающий самому существованию государства. Реформы, начатые правительством Порошенко, затруднены из-за отсутствия бюджетных средств и слишком большого влияния близких к власти олигархов. Такова оценка ведущих западных аналитиков. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Украина находится в стадии тяжелейшего экономического кризиса. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные западными агентствами. За первый квартал ВВП Украины в пересчете на год сократился более чем на 17%. Экономисты предсказывают, что уровень инфляции в Украине может достичь 90%, что по росту цен ставит ее на второе место в мире после Венесуэлы. Финансовой помощи, обещанной Западом, явно недостаточно. Если США и Евросоюз хотят настоящей интеграции этой страны в мировое сообщество, Украине потребуется как минимум 20 миллиардов долларов в виде долгосрочных займов. При этом Украине вполне по силам реформировать национальную экономику. Хотя бы настолько, чтобы обеспечивать себя природным газом, в то время как сейчас Киеву приходится закупать часть сырья у России. По оценке таких экспертов, как американский экономист и политолог Андерс Ослунд, украинская система власти централизована до абсурда и нуждается в кардинальной реформе. Без этого невозможны ни подъем экономики, ни демократизация общества. От успеха реформ будет зависеть, сможет ли Украина освободиться из-под влияния Кремля и интегрироваться в европейское сообщество. Украина сейчас пытается найти баланс между Европой и Россией, но мы видим, что эти усилия не приносят большого успеха. Дело в том, что Украина и так является европейским государством, играющим значительную роль. И путь в объединенную Европу — это для нее наилучший вариант. Если она сумеет надлежащим образом провести реформы, Евросоюз не сможет сказать Украине «нет». Одна из проблем заключается в том, что Киеву приходится вести войну в Донбассе, что дестабилизирует ситуацию во всей стране. Вдобавок, в украинском обществе по-прежнему нет единства по поводу того, должно ли оно двигаться по западному пути, или украинцам следует найти собственное место и определить свою роль в Восточной Европе. Но тот факт, что в стране проводятся свободные демократические выборы, дает надежду на то, что судьбу Украины определит не политическая элита, а волеизъявление народа. В случае с Украиной, говорят политологи, ясно одно. Момент для окончательного раскола с Россией уже наступил, так же, как и время для того, чтобы провести радикальные политические реформы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В США избирательная кампания набирает обороты. Накануне о выдвижении своей кандидатуры объявил губернатор Луизианы Бобби Джиндал, ставший 13-м участником гонки от республиканской партии. Рейтинг у кандидата с несчастливым номером невелик. Проголосовать за него готовы менее 1% республиканского электората. А вот другой участник борьбы за номинацию от Великой Старой партии, Тед Круз, напротив, уверенно ведет кампанию под лозунгом победы над вашингтонским истеблишментом. Кого именно в Вашингтоне сенатор от Техаса обвиняет в коррупции, на чем основывается его уверенность в том, что его аргументы будут убедительными для избирателей? Об этом с политиком побеседовал Роман Мамонов.
44-летний Тед Круз – пионер нынешней избирательной кампании. Он первым из республиканцев заявил о выдвижении своей кандидатуры. Правда, за 3 месяца гонки добиться заметных изменений в предпочтениях избирателей сенатор от Техаса так и не смог, по-прежнему занимая 7-е место в рейтинге кандидатов-республиканцев. Зато он, похоже, определился со стратегией своей кампании, построив ее на критике не только демократов вообще и Обамы в частности, но также вашингтонских политических нравов. Вашингтон всегда ищет решения, которые выгодны самому Вашингтону. Они помогают простым американцам добиться успеха. То, что делает Вашингтон, помогает только тем, кто богат и обладает связями. В борьбе за собственную мечту о Белом доме радикальный консерватор Круз, похоже, готов пойти крестовым походом против всего Конгресса и Вашингтонского картеля. Таковым он считает многочисленную армию лоббистов интересов крупного бизнеса. Даже своих коллег Круз обвиняет в предательстве принципов и продаже голосов. Жирные коты становятся богаче и богаче. Картель карьерных политиков и лоббистов каждый день плетет заговор против интересов американцев. Как только в Конгресс вносится какой-то закон, конгрессмены открывают свои уши и кошельки тому, кто предложит лучшую цену. Столь агрессивная риторика Теда Круза понятна. На республиканской галерке нынче тесно. В избирательной кампании уже участвуют 13 человек, и Тед Круз противостоит политическим тяжеловесам. 5 губернаторам, 4 бывшим и 1 действующему, 4 сенаторам, 3 нынешним и 1 бывшему, и далеким от политики Карло Фиорини, Бену Карсону и Дональду Трампу. И Теду Крузу в этой ситуации необходимо доказать избирателям, что при всем богатстве выбора другой альтернативы его кандидатуре нет. И логично воспользоваться протестными настроениями. Американцы устали от постоянных конфликтов демократов и республиканцев, Конгресса и Белого дома. Недаром все кандидаты обещают навести порядок в Вашингтоне. И Тед Круз, противоставляя себя вашингтонским жирным котам, создает образ борца с системой. Поверят ли граждане в образ сенатора-бунтаря? Вот вопрос. Пусть Круз борец, но ведь в партии состоит, в Сенате голосует. Сенатор, то есть вы вдруг прозрели, о боже правый, почему избиратели должны поверить, что вы сами не часть этой системы? Да, всегда легко встать и сказать: я против Гарри Рида и Барака Обамы. Мне же интересно, когда кто-то готов выступить против своей партии. Как вы можете быть уверены, что я не такой, как остальные? Я отвечу то, что говорил своим избирателям в Техасе. Не верьте ни одному политику. Тед Круз определился и с примером для подражания. Ему явно нравится проводить параллели между собой и Рональдом Рейганом. Правда, он не единственный желающий использовать популярность 40-го президента США. Да и критиковать конкурентов заочно легко. Интересно, будет ли Круз столь же убедителен на дебатах. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Убийство прихожан и пастора в церкви Чарльстона стало ударом по одному из символов американских южных штатов – знамени конфедерации. Флаг раздора снимает с официальных зданий, из продажи исчезают товары с его изображением. Александр Панов продолжает тему. Дилан Руф, обвиняемый в расстреле афроамериканцев, пастор и 8 прихожан церкви Южной Каролины, на фотографиях позировал с флагом Конфедерации Южных Штатов и горящим флагом США. Резонансное убийство вызвало возмущенную человеческую реакцию главы Белого дома. Обама говорил с большой горечью и в радиоинтервью с журналистом Марком Мэроном даже использовал слово «негр», табуированное в США, что вызвало отдельный скандал. Расизм. Мы от него не излечились. Ведь это значит не только быть вежливым и не употреблять слово «негр» в общественных местах. В результате действий маньяка знамя конфедерации в эти дни рассматривают как символ расизма, а законодатели в нескольких штатах добиваются снятия символики южан, вывешенной наряду с национальными флагами вблизи официальных зданий. Южная Каролина была первым штатом, объявившим о выходе из состава США в годы Гражданской войны. Над зданием местного законодательного собрания штата флаг развивался вплоть до 2000 года, когда под давлением общественности его пришлось переместить в другое место. Для многих этот флаг символизирует благородные традиции и уважение к нашим предкам, и он не связан с ненавистью и расизмом. Но для других это символ угнетения в прошлом. 15 лет назад мы сняли этот флаг с законодательного собрания. Настало время полностью убрать его отсюда.
Решение еще не принято. Меж тем, многие из крупнейших розничных сетей интернет-магазинов не только США, но и всего мира снимают с продажи товары с флагом конфедерации. Я приветствую решение компании Walmart, снявшей с продаж всю продукцию с изображением флага. Сегодня это решение поддержали Amazon, eBay и Sears. Я призываю остальных продавцов последовать этому примеру. В то же время у флага Южных Штатов остаются преданные поклонники, в том числе музыкальные фанаты так называемого южного рока. В конце концов, для очень многих жителей штатов бывшей конфедерации флаг символизирует специфические понятия – гордость южан, смелость южан и ценности юга. В пятницу президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден посетят Чарльстон, чтобы принять участие в похоронах преподобного Клемента Пинкни, одного из убитых в церкви. Во время церемонии президент Обама произнесет траурную речь, а споры вокруг флага раздора продолжаются, и конца им не видно. Александр Панов, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. У наших коллег в Праге другие темы. Шахида. Спасибо, Юля. В маленьком уральском городке Первоуральске родители 10-летней девочки своими руками смастерили недоступной семье хендбайк. В России нет производства подобных байков, необходимых для детей, ограниченных в передвижении. За ограниченные образцы семье не по карману. В итоге прототип ручного велосипеда обошелся семье в 50 раз дешевле оригинала. Свою разработку семья покатала вместе с нашим корреспондентом Екатериной Пономаревой. На стадионе покатаются. Эта маленькая девочка и ее родители каждым своим походом на стадион, чтобы просто покататься на велосипеде, совершают переворот в жизни небольшого рабочего городка. Мимо панельных хрущевок по разбитым дорогам 10-летняя Настя колесит на настоящем хендбайке. Такие в России только у паралимпийцев. На этих улицах детьми в инвалидных колясках-то не решаются показаться. А тут такой велосипед, да еще и собран своими руками. Кататься хотела. Просто все на великах катаются, а я только на коляске сижу. Ну, папа видео там в контактах себе посмотрел. И сказал, что делать мне такое же. Первый раз молодая семья Шепелевых удивила всех 10 лет назад, когда, вопреки уговорам врачей, не оставила больную дочь в больнице. В первые часы жизни Насте медики поставили диагноз – ходить девочка вряд ли сможет. И предложили Кириллу и Ирине вовсе не свою помощь, а оставить малышку в роддоме. Мол, родители еще молодые, зачем вам такие проблемы? Шепелевы решили во что бы то ни стало поставить дочь на ноги. Пока динамика болезни не в их пользу, сами смастерили Насте чудо-колеса и буквально перевернули конструкцию велосипеда. Педали девочка крутит руками. Все остальные запчасти, звезды, цепь, переключатели папа Кирилл покупал в веломагазинах. Консультанты, услышав идею отца, только задумчиво чесали затылки. Хендбайк в России не купить, только под заказ везти из Европы. Но цена вопроса слишком высока. Мечта его дочери стоит от $7 000. А живет семья из 5 человек, у Шепелевых еще 2 дочери, на 700 в месяц. В интернете покопался, нашел. Там американский какой-то паралимпиец катался на таком же. И все, один в один собрал. Инженерного образования у отца девочки нет. Байк он мастерил без чертежей, просто пересматривая эти ролики с паралимпийцами из Америки и Европы. В итоге шепелевский прототип хендбайка обошелся в 50 раз дешевле оригинала. Всего 7 000 рублей. Это около $140. Но самое главное, Настя теперь может кататься наравне с местной детворой. Они меня на перегонки обгоняют. Но я кручу быстро, вон. Она не получается, на маленькой сделан. А на среднего, я даже сестру свою маленькую обгнала. Своей разработкой родители девочки готовы делиться с такими же, как они. Детей-инвалидов в России немало, а помогать им никто не спешит. Теперь у Шепелевых в планах разработать чертежи бюджетного хендбайка, чтобы отправлять заинтересованным родителям в разные уголки страны и сделать счастливее не только свою дочь, но и других таких же детей. Кто знает, может, на их изобретении в стране вырастет настоящая команда паралимпийских велосипедистов. Екатерина Пономарева, для настоящего времени. Когда-то киевская киностудия имени Довженко была настоящей жемчужиной не только украинского, но и мирового кино. Начиная с самого Александра Довженко, в течение десятилетий здесь творили настоящие мэтры киноискусства: Сергей Параджанов, Леонид Быков, Николай Эк и другие. Что сейчас происходит на студии и как живет кинопроизводство в современных условиях, выясняли коллеги из Украинской службы «Радио Свобода». Жемчужина украинского кинематографа, киностудия имени Довженко. Когда-то здесь снимали несколько десятков фильмов в год, которые вошли в классику не только украинского, но и европейского, а также советского кино. И уже не первый год работа именитой киностудии замерла в ожидании лучших времен и финансирования.
Студия не має замовлень від держави. Студия не получает заказов от государства. Нас почему-то поставили в один ряд с приватными продюсерами. Мы должны участвовать в конкурсах. Таким образом, павильоны, как правило, пустуют, либо же сдаются в аренду, а костюмы, в которые можно было бы одеть как минимум один полк, пылятся на вешалках. Приходят депутаты Верховной Рады, их дети, Луценко сын был у нас. Аренда костюмов помогает зарабатывать киностудии дополнительные деньги. По-моему, надо на прокате костюмов деньги зарабатывать. Если бы не эта война, мы бы уже сняли много фильмов. После длительного перерыва в самом большом павильоне Европы вновь кипит работа. На киностудии Довженко строят декорации к съемке нового фильма. Уже менее чем через 2 недели коридорами возведенных стен будут ходить Сталин и Хрущев, а в бункере от обстрелов найдут укрытие другие герои кинокартин. Якби ми мали свій кінематограф, я думаю... Если бы у нас был свой кинематограф, я думаю, что у нас не случались бы те конфликты, которые сейчас случаются. Не нужно себя обманывать, что мы великая нация, кинематографическая нация, у нас есть Довженко. Люди на Западе говорят: слушайте, вы нас уже достали там именами Довженко и Параджанов, уже покажите что-то новое. За последний год на киноэкраны вышло несколько украинских кинокартин, снятых режиссерами за свой счет. Для того, чтобы украинское кино заняло какие-то ключевые позиции в мировом масштабе, как минимум, она должна завоевать внимание вначале власти, а потом уже и сердца самих украинцев. Чиновники настолько безграмотные, что они считают, что кино, ну, это такая просто пустая трата времени. Несмотря на то, что они видят, как сопредельная страна прекрасно воюет и кинематографом. Тем не менее, несмотря на критическое состояние украинского кино, режиссеры кинокритики верят в лучшее и надеются, что уже в скором времени его удастся возродить. Зоопарки многих городов заявили о том, что готовы помочь попавшим в беду животным Тбилисского зоопарка, пострадавшего в результате наводнения около 2 недель назад. О дальнейшей судьбе зоопарка наш корреспондент Зураб Двали говорил с его директором. Прошло 10 дней, и шок первых часов и дней сменился на мерный шум техники на фронте работ по ликвидации последствий стихии. Время собирать камни во всех смыслах. Постигшая Тбилисский зоопарк трагедия стала личной для его директора Зураба Гуриелидзе. Всех очень жалко, но есть некоторые, которые особенно жалко. Особенно это касается молодого белого льва или львенка, годовалого Шумба, который был любимцем всей Грузии. Из приматов погибли все аманги, что были очень интересная пара, и гибон Маугли, который я считал, как будто он был моим другом, потому что у меня с ним были очень такие хорошие, дружеские отношения. И каждый день мы с ним общались. Несмотря на фатальный характер разрушения, любимое место тбилисских детишек будет восстановлено. Другой вопрос, на какой территории и в каком объеме. Мы работаем очень активно, надо построить новый зоопарк. И мы считаем, что лучше построить на новом месте. Зоопарк у нас, для нас была выделена территория, которая принадлежит Тбилисского зоопарка, около Тбилисского моря. И там собираемся построить зоопарк. Беспрецедентная поддержка, оказанная зоопарку общественностью, властями и особенно молодежью и студенчеством, вселяет надежду на будущее. Не остались в стороне и зоопарки ряда стран, предложившие всестороннюю помощь, моральную и материальную. Директор Тбилисского зоопарка строит планы на завтра. Мы очень оптимистично настроены, потому что общественность и грузинская, и международная очень активно поддерживает нас. Мы получили много поддержки из многих стран, из многих зоопарков, что очень радует, и надеемся, что с их помощью можно восстановить наш зоопарк. Георгий Чкония и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Мы продолжим тему животных, но уже из Вашингтона. Юля, пожалуйста. Спасибо, Шахида. Пока одни ученые пытаются найти ответ на вопрос, почему 65 миллионов лет назад динозавры исчезли с лица планеты, другие констатируют, что экосистема Земли теряет от 150 до 200 видов растений, животных, птиц и насекомых каждый день. Подробности в сюжете Ануш Аветисян. Согласно данным американских ученых, на сегодняшний день более 40% всех живых видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. И, как оказывается, причина тому вовсе не природное явление, а человеческая деятельность. Если нам не удалось увидеть, к примеру, морских коров или пиренейского козерога, то следующее поколение вполне вероятно только в зоопарках сможет наблюдать коалу, амурского тигра или шимпанзе.
Чтобы предотвратить исчезновение этих и многих других видов животных, активисты Greenpeace выступили с акцией «Защити леса». По их мнению, человечество, вырубая леса и перерабатывая дерево в одноразовые изделия, уничтожает средства к существованию лесного сообщества и тем самым способствует исчезновению сотен видов животных. Greenpeace оптимистично надеется к 2020 году полностью остановить во всем мире вырубку лесов и уменьшить влияние человека на экосистему дикой природы. Тем временем программа ООН по окружающей среде предупреждает, что ни одна страна пока не достигла ощутимых результатов по защите окружающей среды, несмотря на большие расходы. Например, Соединенные Штаты тратят приблизительно $2 миллиарда на проекты по защите исчезающих видов. Американские исследователи не раз пытались клонировать исчезающие виды животных, в то время как критики клонирования считают, что это слишком затратные исследования и лучше инвестировать средства в экологические проекты. Во многих случаях клон умирает, не успев родиться. Однако на данный момент известно об успешном клонировании более 20 видов животных. Среди них африканские дикие кошки, волк. Ученые вынашивают планы по клонированию тигра, эфиопского волка, панды и даже мамонта. И все-таки расходовать средства на восстановление среды обитания или продолжать клонировать животных. Пока продолжается дискуссия, биолог из Нью-Йорка Майкл Рампино заявил, что нашел другую причину вымирания видов. Оказывается, во всем виновато не человечество, а галактика и влияние темной материи на планету каждые 30 миллионов лет. Не все девочки любят кукол, принцесс и розовых пони. Некоторые предпочитают машинки, роботов и космические корабли. Тем не менее, большая часть одежды для девочек украшена рисунками цветов, бабочек и единорогов. Однако теперь, благодаря двум инициативным мамам, у юных модниц появилась возможность выбирать наряды на любой вкус. Подробности в нашем репортаже. Шестилетняя Белла любит строить домики и машинки из набора Лего. Мне нравятся Барби и еще динозавры. Поэтому ее платье украшает один из них. Надо поставить паровозик на рельсы. Ее подруга Пенни тоже любит конструктор Лего. Мне нравятся грузовики. Платья с динозавром и Пи вошли в новую коллекцию детской одежды под названием Princess Awesome. Основатель компании Ребекка Мелски говорит, что ее продукция имеет детали, характерные для одежды для мальчиков. Я думаю, что когда девочка носит одежду с научными символами, она показывает миру свой интерес к науке. Она может любить и девчачьи вещи, и науку, ведь точные науки интересны не только мальчикам, но и девочкам. История компании Ребекки началась 2 года назад, когда она искала платье для дочери, отказавшейся носить что-либо еще. Она купила пижаму в отделе для мальчиков, поскольку дочке нравились роботы, космические корабли и машинки. Однажды я шла мимо детского отдела и подумала, что нам нужны милые наряды и платья с роботами и динозаврами, поскольку моя девочка будет их носить. Кто-то должен выпускать такие вещи. Быть может, этот кто-то я. Ее подруга Ева Сенклер согласилась помочь. Так и появилась их компания. Ребекка, мать 2 детей, преподает в школе. Ева, веб-дизайнер, растит 4 детей. Предприниматели собирались по субботам. Купив ткани с рисунком грузовиков, самолетов, пиратов и атомов, они начали шить платья, а также наряды с картинами Ван Гога и Мане. Первую партию в 70 платьев они распродали на воскресном базаре в церкви, куда ходит Ева. Потом стали продавать одежду онлайн. Женщины запустили кампанию на сайте Kickstarter и за короткий срок собрали необходимую сумму – $35 тысяч, а потом и 215 тысяч в счет заказов. Предприниматели надеются, что в скором времени Princess Awesome расширит свой ассортимент, чтобы девочки всех возрастов и с любыми интересами могли найти свое любимое платье. И на этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Ну а мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.